Информационная служба Осетия ТВ – главные темы выпуска. Завтра в Осетинском театре выступят звезды мировой оперы. Об этом на пресс-конференции рассказали оперная дива Вероника Джиоева и ее знаменитый коллега по сцене Петр Мигунов. Ветераны Виктор и Елена Тотровы живут в любви и согласии 60 лет. Судьба улыбнулась им после войны. Счастливая встреча для обоих стала не случайной. Вместе вырастили двоих детей, и теперь уже 5 внуков делают счастливыми бабушку с дедушкой. Победу в межвузовском чемпионате по мини-футболу одержали студенты Горского аграрного университета. Лучшая команда отправится в Волгоградскую область, где пройдут соревнования Южного федерального округа. Эти и другие темы далее подробно. Знаменитая на весь мир оперная дива Вероника Джиоева спустя полгода снова приехала во Владикавказ. На этот раз не одна, а вместе с одним из самых востребованных певцов современности Петром Мигуновым. На пресс-конференции в Осетинском театре собрались представители всех СМИ республики. Вопросов звездам мировой оперы задавали немало. Оказалось, что творческий дуэт сложился довольно-таки давно. Оба учились в Санкт-Петербургской консерватории, там и познакомились. Петр и Вероника поют на лучших мировых сценах в США, Голландии, Бельгии, Швейцарии, Германии, Франции, Испании. Этот список можно дополнять еще долго. Петр Мигунов признается, что больше любит работать у себя на родине, в России. Одной из знаковых ролей для певца с уникальным басовым тембром стала партия Мефистофеля. У нас шел спектакль «Фауст». Обычно на партию Мефистофеля приглашали кого-то из Мариинского театра, но так получилось, что, заканчивая консерваторию, мне педагоги предложили исполнить эту партию. Вероника Джиоева с радостью поздравила с наступающим праздником работников культуры и отметила, что именно в этот день состоится концерт на сцене Осетинского театра. Певица рассказала о том, что совсем недавно стала приглашать на выступления детей. Она и сама с детства влюблена в музыку, а привил эту любовь к прекрасному виду искусства папа. Я сейчас начинаю на свои сольные концерты приглашать наших маленьких талантливых ребят. В частности, Тимуру Сланову поступило от меня предложение спеть в Москве 26 мая в Большом зале консерватории. И, какая будет возможность, и что я смогу, то я буду сделать. Она признается, что истинное счастье для женщины быть любимой и воспитать хороших детей. А пока приходится подолгу находиться в разлуке с ними, ведь график выступлений расписан надолго вперед. Уже завтра Вероника Джиоева и Петр Мигунов порадуют североосетинскую публику насыщенной и вдохновенной программой под названием «Аморе Мио». А впереди выступления в Абакане, Монако, Линдау, Мюнхене и даже Китае. Залина Губурова, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Судьба улыбнулась им после войны. Счастливая встреча для обоих стала не случайной. Молодой офицер, выпускник Ленинградского военно-политического училища имени Энгельса Виктор Тотров после учебы попал на службу в Германию. Однажды приехал в отпуск на родину. Тогда-то и пошел знакомиться со своей невестой в школу, где красавица Елена преподавала осетинский язык. Перед женитьбой они видели друг друга всего однажды. Прислал сватов, но девушка не сразу приняла предложение руки и сердца. Целый год парень не находил себе места. Писал ей письма из Германии, потихоньку растапливая лед ее чувств. Когда вновь приехал в отпуск, молодым сыграли свадьбу. Теперь, спустя 60 лет, жена полковника Тотрова вспоминает, как непросто было на чужбине. Нам приходилось, конечно, нелегко. Куда мы приезжали, всегда квартиры нет, ждите, через месяц, через 2 приходилось жить на частных, иногда часто даже, без каких-либо условий, так, бытовых. Потом когда-то получали. Более или менее нормально, мы уже, в Каменск-Шахтинск, там у нас была уже квартира, да? Без удобств, без ничего. Но нормально стали жить. Мы уже в Волжском. Там дали нам 3-комнатную квартиру. Со всеми удобствами, все нормально. Там я уже без трудностей не приходилось, конечно. Детство Елены Петровны прошло на родине Коста в селе Нейнар. Там же она и училась вести хозяйство. Весть о том, что немцы напали на Советский Союз, донеслась и сюда, в горы. Когда началась война, девочке было около 10 лет. Во время войны она вязала с мамой носки и варежки солдатам. Варежки такие, под 2 пальца отдельно стрелять, на курок нажимать.
И помогала я маме. Я рано научилась вязать, помогала маме вязать. А потом уже в 44-м я работала в колхозе. Маме помогала опять. Я ветеран труда педагогического. Для Виктора Михайловича война началась под Малгобеком. Ему даже не было 18. Он служил в разведроте при штабе 337-й стрелковой дивизии. В ноябре 42-го боец был ранен. 5 месяцев провел в госпитале. После выписки попал в Житомир, где велась ожесточенная борьба с бандеровцами. Там и встретил долгожданную весть о победе. Там был военный гарнизон, Багунский полк. Вот. Ну, победа есть победа. Радость была такая. Стрельбу подняли, кто чем мог и как мог. С того дня, как Виктор Михайлович и Елена Петровна стали супругами, миновало 60 лет. Вместе вырастили и воспитали 2 детей, а теперь уже 5 внуков делают счастливыми бабушку с дедушкой. Сын пошел по стопам отца, посвятил себя службе родному отечеству. Очень трудно понять, как, допустим, 16-летние дети там, или 17-летние участвовали в войне, непосредственно в боевых действиях, а те, кому 12-11 лет, они работали у станков. Если посмотреть на наших детей того же возраста, да, то это просто невообразимо. Поэтому вот эти вопросы я задаю иногда себе сам, но не могу ответить на них. В выходные они почти всегда собираются вместе за одним столом, делятся радостью и переживаниями, советуются друг с другом. До тех пор, пока в мире незыблемы такие вечные ценности, как любовь, взаимопонимание и семья, будут биться в унисон их сердца, и огонь в домашнем очаге не погаснет. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. 4 дня лучшие мини-футбольные коллективы республиканских вузов боролись за звание чемпиона. Как и в прошлом году, сильнейшими стали укротители мини-мяча из Горского университета. Ребята не проиграли ни одного матча, одолев в финальном поединке футболистов из ГМИ со счетом 6-2. Были сильны 4 команды: СОГУ, ПЕД и ГМИ, с кем мы в финале встретились. Ну, сложилось, выиграли турнир. Хочу поздравить ребят, спасибо тренерам нашим. Хорошо подготовились и выиграли турнир. В соревнованиях участвовали и представительницы слабого пола. Золото завоевала команда СК ГМИ, серебро – коллектив СОГУ. Упорными противостояниями девушки показали, что женский мини-футбол в республике стремительно развивается. Невооруженным взглядом заметно, что ребята и девочки однозначно добавили, потому что на сегодняшний день девчонки вообще показали уже более намного интересную такую техническую, да, игру, что это не может радовать. И однозначно на этом останавливаться не будем. Насколько возможно, будем помогать, поддерживать и развивать это направление. Лучшие команды республиканского чемпионата среди вузов ждет поездка в Волгоградскую область, где пройдут соревнования Южного федерального округа. Победителей окружного первенства ждет всероссийский финал в Москве. Артем Балатаев, Олег Рамонов, Осетия ТВ. В Северо-Осетинском госуниверситете прошел гала-концерт фестиваля «Студенческая весна-2015». Тема этого года «Наша молодость, наша свобода» позволила развернуться и дать волю фантазии. Молодежь продемонстрировала таланты в музыкальном, театральном, вокальном направлениях, а также в оригинальном жанре. Общее количество заявивших о себе участников – 407 человек. Сегодня у нас гала-концерт «Студвесна-2015». Позади у нас 4 конкурсных дня. Прошли они у нас с помощью наших жюри. Жюри у нас было 10. Мы им всем благодарны очень. Сегодня у нас награждение самых лучших номеров. Мы выбрали на гала-концерт именно те номера, которые нам посчитали самыми оригинальными и творчески очень хорошими. Первыми выступили студенты экономического факультета. Они показали зажигательный современный массовый танец. Будущие журналисты перенеслись в тайный мир китайского искусства, исполнив танец с веерами. Студенты своими руками создали весенние и молодежные наряды. Не обошлось и без национальных танцев. Алана Качмазова и Ларина Тотрова влюблены в
севастинские танцы с детства. К выступлению девочки готовились около месяца. Весна, это же, конечно же, в первую очередь, это большой праздник для студентов, где все студенты, они показывают свои таланты, все свои возможности. Это какая-то такая приятная конкуренция между собой, между факультетами. Некоторые факультеты даже объединяются. Весна очень сближает студентов между собой. Накапливается уйма положительных эмоций, незабываемых, конечно же, на всю жизнь. Это остается в памяти. Программа поддержки и развития студенческого творчества реализуется более 20 лет, и каждый раз этот фестиваль открывает новые имена. Вот и на этот раз аплодисменты для новоиспеченных звезд долго не смолкали. Победители республиканского этапа конкурса представят Северную Осетию на Всероссийском фестивале «Студенческая весна-2015», который пройдет во Владивостоке. Зраса Багаева, Заур Цеуф, Осетия ТВ. Шахматы как гимнастика для мозгов и искусство анализа. Во Владикавказе стартовало первенство самых маленьких шахматистов. В турнире участвуют дети от 6 до 12 лет по 2 возрастным категориям. Всего около 80 ребят. В этой игре есть свои ловушки и принципы. Иногда новички намеренно любят создавать шахматные ловушки, специально сделав не лучший ход. Но спустя несколько минут могут уверенно поставить сопернику шах или мат. После 7 туров общее количество очков подсчитывают по швейцарской системе. Турнир проходит без выбывания и позволяет для определения победителей обойтись небольшим числом туров при большом числе участников. Первенство проводится 4-й школой 2 раза в год. Победителей ждут кубки, медали и грамоты. Детям будут присвоены детские, юношеские и спортивные разряды. Это еще один дополнительный стимул для маленьких спортсменов. Также ребята из старшей группы, которые пройдут отбор, через месяц отправятся на первенство СКФО в Ессентуки. Шахматы набирают популярность в Северной Осетии. За последнее время в республике появились новые шахматные клубы. Базы наши детские расположены по всей республике, во всех школах практически. У нас долгое время отсутствовало в республике шахматы, когда у нас закрылся шахматный клуб. И вот руководство наше возродило, сделали вот в нашей школе отделение шахмат, есть федерация шахмат. Вот. И я же говорю, в каждой школе городской у нас есть группа, практически в каждой.